Я хочу вернуться к предложению о расширении гарантий защиты прав человека. Когда мы говорим о государстве и его органах, мы говорим прежде всего о власти, которая ежедневно соприкасается с судьбами людей. Для обычного человека именно государственные решения, разрешения, запреты, проверки или формальные отписки нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться или защищать свою собственность. Право человека на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов, как отметил Серик Бесенович, является одним из ключевых элементов правового государства и реального, а не декларативного характера прав и свобод. Казахстанцы должны получать адекватную компенсацию за причиненный деятельностью публичной администрации ущерб. Если с гражданином поступили несправедливо, он должен получить компенсацию за потраченное время, деньги или даже нервы. В то же время такая конституционная гарантия не просто защита наших граждан, но и будет оказывать устойчивое превентивное воздействие, снижая риск принятия незаконных решений и действий со стороны государственных органов и должностных лиц. Необходимо гарантировать гражданам возможность получения такой компенсации в случае, если суд признал решения и действия государственных органов и должностных лиц незаконными. Включение такой гарантии именно на уровне Конституции – это признание на конституционном уровне права субъектности каждого гражданина Казахстана. Новая Конституция исходит из того, что каждый человек является носителем прав и обязанностей и вправе самостоятельно требовать их защиты, в том числе и от государства. Включение такой нормы закрепляет человека не как объект государственной защиты, а как равноправного участника публично-правовых отношений, то есть будет тем самым практическим инструментом принципа «закон и порядок». Предлагаю включить в Конституцию норму о праве каждого гражданина на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов или их должностных лиц.